Еще одним подарком для горожан стала масштабная продовольственная ярмарка. Листинцы по ценам ниже рыночных смогли приобрести продукцию калмыцких сельхозтоваропроизводителей. Там побывала наш корреспондент Светлана Аджиева. Все самое свежее, натуральное и полезное из года в год сельскохозяйственная ярмарка пользуется все большей популярностью. И интерес к мероприятию растет как у сельхозтоваропроизводителей и владельцев личных подсобных хозяйств, так и у покупателей. С раннего утра рынок в первом микрорайоне был полон горожанами. Калмыцкие сельхозтоваропроизводители предлагали покупателям экологически чистую продукцию – картофель, рис, мясо, рыбу, консервы, бахчевые культуры и многое другое. И к тому же цены ниже рыночных. Привез мясо баранины в полутушах для продажи на сельхозярмарке в поддержку государства, нашего правительства. Продаем вот баранину, 10 туш, уже раскупили. Где-то килограмм 300-400 живого карася. Он свежий, живой, сегодня утром был пойман. Вот. Каждый год участвуете? Да, конечно, да. Как признаются листинцы, цены низкие, и это возможность запастись на зиму, да и просто побаловать себя любимыми овощами и фруктами. Я за мясом приходила. Мясо цены хорошие. На рынке говядина, телятина 300-330, здесь за 250 взяла. Для пенсионера, малоимущих, тоже многодетным, тоже хорошо и удобно. Почаще бы просто делали бы вот такие ярмарки, очень было бы хорошо. Дешевле, чем в магазинах. Каждый год проводили бы, это очень хорошо было для жителей города. Жаркое лето, засуха, нашествие саранчи – все эти факторы повлияли на урожай. Но, тем не менее, заявок на участие в ярмарке не сократилось. Более 36 хозяйств прибыли. Ближайшие соседи тоже принимают участие. Поставлено более 9 тонн мясной продукции, более 30 тонн зерна, ну и овощи в большом ассортименте. Сельхозярмарка проходила с соблюдением всех мер безопасности. В период ее работы на территории рынка соответствующие ведомства контролировали наличие масок как у продавцов, так и у покупателей. Большинство посетителей остались довольны. Многие не только запаслись продуктами, но и смогли существенно сэкономить семейный бюджет. Светлана Аджиева, Ачиру Бушаев, информационная программа «День Республики».